Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на мужчину в вашей голове. Давайте посмотрим его последняя мысль о вас. Вот что последнее, крайнее он думал о вас, в отношении вас. Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, загадайте на мужчину, представьте мысленно, либо вслух, назовите его по имени и задайте ему свой вопрос. Так и спросите: мой милый, дорогой, какая крайняя-последняя мысль у тебя была обо мне? И пусть песочек вам все покажет и все откроет. Также, мои хорошие, всех вас хочу сердечно поблагодарить за то, что выбираете быть со мной, и за ту невероятную теплую поддержку, которую вы мне даете. Земной вам поклон. Я обращаюсь к высшим силам, высшие силы. Дайте мне возможность ответить на все вопросы. Пошлите только самую важную, нужную и полезную информацию. Ого, интересно, какой мужчина у вас. Сейчас я опишу мужчину, вы поймете, ваше или нет. У мужчины очень резкий и дерзкий характер. У кого-то отыграется, что мужчина очень принципиальный, да, вот он такой: я решил, все как сказал, так и будет. А у других, что мужчина прям такой доказывает, вот только по-моему, никак по-другому, там может даже истерить немножко. Всегда и во всем он прав, он лучше знает, он лучше умеет, он самый крутой, самый лучший, ну прям, солнышко, да, солнышко, а не мужчина. Очень сильно любит лесть, очень сильно любит, когда его вот прям уважают, знаете, вот по шерсти гладят. Это он очень любит, он прям тает. Но если что-то ему сказать в пику, да, вот как критика, либо дать ему дельный совет, сразу начинает ворчать, сразу начинает сопротивляться. Даже слушать не будет, все равно по-своему сделает, даже если это неправильно. Не умеет признавать свои ошибки, не умеет держать свое слово. Он может наобещать что угодно, а потом придумать 1000 отговорок, почему он этого не сделал. И еще у кого-то отыграется на фоне всего, что я перечислила, алкоголь. Вроде так нормальный, а вот если выпьет, то превращается в то, что я перечислила. Даже какие-то нотки агрессии в нем могут просыпаться. Знаете, как руки чешутся, да, там кому-то морду набить или еще что-то сделать. Такой, знаете, неспокойный типаж, очень неспокойный. Может, у него еще этот юношеский максимализм в одном месте играет. Да, так иногда происходит, там мужчина в возрасте, а еще как юнец, и ведет себя как юнец. А может быть, действительно, это юный парень, на кого вы загадали. То есть и так может проиграться. Его последняя мысль о вас. Вы ему показались при вашей встрече, либо при вашем разговоре какой-то отстраненной, уставшей, такой, знаете, себе на уме, да, вот как что-то она решила, как что-то она задумала, как холодком повеяло. И это так его сильно подморозило, вот прям действительно холодный такой морозный ветер в его сторону, что он не на шутку испугался. Испугался того, что вы его разлюбили, испугался того, что вы в нем разочаровались, того, что вы больше ему не улыбаетесь, не смотрите открытым, распахнутым взглядом, а больше сконцентрированы на себе, на своей жизни. Я могу предположить, что вы устали от его выхода, да, просто в момент, когда вы общались, вы были действительно очень уставшие. Голос мог быть уставшим, опять же, выглядели уставшие. А он это воспринял как, что вот не интересен ей больше, да, что вот она меня разлюбила, что она больше не горит мною. И так ему не по себе стало от этих мыслей. Вот прям прошиб его испуг. Вот есть такое выражение, да? Прям дрожь по всему телу прошла. И сердце сжалось. Паника. У него паника случилась по поводу вас. Вот. Он честно гнал дурные мысли,
но они, как тараканы, собирались в одной точке и водили хороводы и кричали, что вот она тебя больше не любит, ты ей больше не нужен, а теперь ты останешься один, да, вот какие-то такие хороводы, кричалки были. Не знаю, правда это или нет, с вашей стороны я не вижу, с вашей стороны я вижу переживания по поводу этого мужчины, желание ему помочь, желание о нем позаботиться. Вот каким бы он ни был, девочки, он все равно ваш, и вам его жаль, вы видите, как он ошибается, вы видите его горячность, там, вредные привычки вы видите, и вы относитесь к нему даже не с позиции влюбленной женщины, а больше как с позиции любящей матери. Вот не обижайтесь на меня, но я вижу это именно так. Вам его всегда жаль, вы его всегда жалеете, вы его всегда пытаетесь предупредить, дать ему хорошие дельные советы, подтолкнуть его на правильный путь. Он сопротивляется, как капризный ребенок, но все равно он ваш, он вам родной, он в крови у вас находится, да, в каждой клеточке вашего сердца находится. Вот знаете, каким бы ни был, да, дурашка, но все равно люблю. Вот мне идет именно так, вот такое отношение. Да, я не исключаю, что вы устали. Я не исключаю, что вы даже от него могли в какой-то степени устать. Но я не вижу у вас таких мыслей, что вы готовы с ним там расстаться, либо что вы этого очень хотите, что вы такая: о, все, задолбал, уходи отсюда. Я этого не вижу. Да, вы можете на него позлиться и тут же отошла. И вы начинаете о нем переживать, хлопотать начинаете. Ну вот двойка, у вас к нему двойка. Вы вообще его, золотая волшебная рыбка, видите, четко показали. Без вас бы он пропал, и вы, скорее всего, на подсознательном уровне тоже это понимаете, чувствуете. Жалеете вы его, вы что-то в нем видите, чего не видят другие люди. Даже его там родная мама в нем это не видит, а вы это видите, вы это чувствуете. Как будто бы вы знаете, что он на самом деле другой, что он исправится, что он снимет с себя этот костюм карнавальный, спесь эту гордыню с себя снимет. И там очень ранимый, нежный человек, добрый и открытый. Вы это как чувствуете, вы в это верите. И, скорее всего, не напрасно. У вас очень сильная интуиция. Опять же, мужчину вы очень хорошо изучили. Вы видели его настоящим. Вы чувствовали его настоящим. Поэтому, да, старайтесь ему помочь. И для вас это важно, для вас это актуально. Какие-то ошибки. Хотите его предупредить постоянно. А он не слушается. Он как этот, знаете, взбалмошный, ошалелый. Все шишки набивает, а вы эти шишки, вот мне идет, что залечиваете. Может, правда он у вас там, не знаю, боксом занимается, либо просто дерется, и вы постоянно его лечите. Да, интересная картина. Ну вот испугался, мужчина испугался, мужчина прям задумался, капитально задумался, впервые, наверное, за все время ваших отношений он задумался, что он может вас потерять. Да, может быть, вы раньше ссорились, может быть, вы раньше ему там говорили, что все, конец, может, даже паузы у вас были, но глаза, понимаете, глаза были у вас другие. Ну вот как огонек какой-то был в глазах, что-то у вас в глазах потухло по отношению к нему. Может быть, ему показалось. А может, так сделали высшие силы для того, чтобы этого мужика в чувство привести. Запросто может быть. Чтобы его заставить задуматься о том, что он бежит по жизни галопом, причем бежит в неправильную сторону. Да, вот припугнуть его решили. Заберут вас такую прекрасную, волшебную от него. И вот посмотрим, как ты попрыгаешь. И испугался. У него бессонная ночь, девочки, впереди. Хотя, смотря в какое время суток вы меня, конечно, смотрите, либо уже была бессонная ночь, либо еще впереди. Он будет прям думать, вспоминать, ему будут сниться кошмары. Да. Может, действительно решили высшие силы его к нормальной жизни вернуть. Ну, сколько ж можно, да, быть дурачком. Сейчас я еще карту хочу взять. В принципе, я вижу, но хотелось бы уточнить. Ваша любовь, его любовь. Вот это его поведение, вот эти его опрометчивые действия, вредоносные даже в какой-то степени, они ведь даже самую сильную любовь могут разрушить.
А вы действительно устали, вы слишком тяжелую ношу на себе несете. Вы очень любящая и очень ответственная, понимаете? Как в ответе за тех, кого приручили. Давайте посмотрим. Ох, ничего себе, вот это карты. Вот это мощно. Да, высшие силы тут вмешались. Вмешались для того, чтобы мужчина прозрел, для того, чтобы мужчина стал ответственным, самостоятельным, порядочным, чтобы реальные ценности ему открылись. Не вот это наносное, там, дорогие шмотки, часы, машины, статус, да, а именно ценности семьи, любви, тепла, нежности, заботы, да, родственных уз, любовных уз. Вот для этого. Чтобы больше думал о будущем, о теплом доме, где будете вы, где будет он, где будут ваши дети, где будет мир, где будет счастье. Да? Чтобы вот правильный вкус у мужчины сформировался. Они решили его припугнуть. Немножко прикрутили солнце, ну, либо потушили. Навеяли ему эти мысли, что ты теряешь шикарное, светлое будущее. Может, вы молились об этом, да, либо высшие силы сжалились, видя, как вы надрываетесь в этих отношениях. Он писать вам будет, либо что-то пишет для вас. Возможно, смс-ка кому-то придет. Причем смс-ка может прийти любой. Да? Не обязательно, что он будет там спрашивать что-то, что с тобой, почему ты такая. Он просто может спросить, там, у тебя ли моя там какая-то вещь. Либо как картошку жарить, либо там что-то еще, да, банальное. Вот. Ему важно, чтобы вы были на связи, ему важно получить от вас ответ. Ну, типа, если не ответит, значит, все, разлюбила, бросила. А если ответит, значит, все хорошо, да, показалось. Ой, прям и любовь вашу вижу, и вижу его сумасбродство, и вижу усталость. Коса. Вот я спросила, вот какой он на самом деле, что с ним не так. Вот карты говорят, что он на самом деле хороший. Вот как вы его видите, чувствуете, что он очень хороший, верный, преданный. У него очень крутой потенциал. Но при этом коса вышла. Это что-то наносное, напускное, то, что не принадлежит ему. Скорее всего, характер формировался, ковался под влиянием каких-то не очень хороших людей. Ну, либо условия жизни были такие, что ему просто вот пришлось таким стать. Да? Но опять же, звезды говорят о том, что не все потеряно и все возможно. Может быть, не сейчас, может быть, со временем, да, потому что звезды далеко. Ну и рыбы. Рыба — это и про любовь, и про деньги. И про то, что счастье любит тишину. Может быть, этого мужчину сглазили, да, вот дурной глаз на него. Вот такая мысль пришла. Сейчас давайте проверим на сглаз. Ну, потому что да, ну откуда, если он добрый, хороший, если родился добрым, хорошим, если душа светлая, откуда вот эта вся грязь? Откуда агрессия? Откуда вредные привычки? Откуда взбалмошность, глупость, откуда у него? Какой бы доброй вы ни были, но так дальше вы не протянете. Наблюдает, за ним кто-то наблюдает. Где-то он бывает, смотрите, вот у него дорога, да? Где-то он бывает, где за ним дурные люди наблюдают и глазят. Может, он куда-то ходит, хвастается? Ну-ка, девочки, вы же лучше его знаете, его образ жизни. Может, он периодически посещает какие-то места, где он начинает отчаянно хвастаться и рассказывать то, чего на самом деле нет, не существует. Там сидят люди с червивыми глазами и такие думают: о, ну надо же, какой ты крутой, да? И они его просто банально глазят. Где-то он себя представляет звездой, за ним там смотрят, наблюдают, и это вот как-то с дорогой связано. Куда он ездит? Где он может хвастаться? Подумайте. Либо сделайте для него какой-то оберег, амулет, чтобы вот от сглаза именно защищал. Ну, говорить ему, конечно, бесполезно. Этот мужчина навряд ли изменится. Но вот мне идет, что сглаз. Вот не зря эта мысль в голову пришла. Смотрите, мужчина из себя строит прям звезду мегаразмеров. А на самом деле он как овечка на заклании. Плохие люди им пользуются.
И вы это понимаете, но он вас не слышит, не слушая, да, когда вы ему говорите, когда вы его учите, когда ему рассказываете. Овечка, вот он, овечка на заклании. Вокруг него какие-то чудовища, которые готовы откусить от этой овечки, либо целиком проглотить, да. Вы очень за него переживаете. Ставим его в покое, все с ним понятно. Последняя мысль – это страх. Страх, что вы его разлюбили, что вы от него устали, что вы захотите его бросить. Смотрите, возможно, эта отсыпка для вас ключ, подсказка к тому, как надо воздействовать на этого мужчину. Если он так сильно боится вас потерять, да, значит, это прям такой поводок, за который вы можете дергать и которым вы можете его изменить, перевоспитать. Мужчина не боится потерять деньги, здоровье, жизнь, но он боится потерять вас. Понимаете? Да, скорее всего, это вам ключик. Это отсыпка как ключик, как воздействовать, как достучаться до этого мужчины. Тем более я вижу, что ради вас он готов на все. Даже на то, что сам себе не представляет, он готов. Либо не задумываясь, он на это пойдет, если будет такая необходимость, если это вас будет касаться. Так что, девочки, теперь вы нащупали его, получается, этот любимый мозоль. И правильное воздействие на этот мозоль может дать потрясающий результат. Да, высшие силы вам это открыли. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.